Весна 45-го года, как ждал тебя синий Дунай. День Победы – особый праздник. Для участников художественной самодеятельности Государственного концертного зала «Башкортостан» это еще одна возможность выразить убеленным сединой ветеранам войны свою благодарность за добытую в боях великую победу. Актовый зал Республиканского клинического госпиталя ветеранов войн в преддверии 9 мая наполнили задорные голоса участников детской студии Народного театра имени Петра Шейна, солистов ансамблей «Чудетство», «Ассоль», «Дельфин» и, конечно же, Народного академического хора «Поколение». Здесь люди, вот даже есть те, кто пережил войну, понимаете, вот перед ними хочется вот всю душу им отдать. Они радуются. Может быть, это помогает им как-то почувствовать себя более здоровыми. То, что мы их помним, любим, уважаем, это уже однозначно. Поддержку нашу чувствуют. Когда мы приезжаем сюда, то наворачиваются слезы радости от того, что мы имеем возможность пообщаться с настоящими людьми, которые прошли, вынесли очень много испытаний с честью и сейчас еще живут, борются, трудятся на благо нашей Родины. Создавая вот такие концерты, приглашая таких замечательных артистов, мы, конечно, воодушевляем наших пациентов, наших пожилых пациентов, чтобы они понимали, что они очень нужны нам, для подрастающего поколения, для нас, общества, потому что мы же равняемся на них. И в канун 9 мая, конечно, для них это важный для них праздник, потому что среди наших пациентов есть и инвалиды, и участники войны, и труженики тыла. Все они это прошли и сейчас нуждаются в нашей помощи, внимании. Ветераны с удовольствием рукоплескали любимым песням. Многие со слезами на глазах подпевали. Особая атмосфера, неповторимые эмоции – вот главное лекарство для участников праздничного концерта.